У стойки регистрации Центра переливания крови выстроилась целая очередь сотрудников МЧС Ингушетии. Их миссия сегодня поделиться частицей жизни и помочь пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в донорской крови. Многие из них здесь впервые для новичков устроили краткий инструктаж. Мы сделаем анализы на гепатит Б, С, СПИД, сифилис. В частной клинике около 4000 эти анализы стоят. Но мы вам сделаем эти анализы и сверим ранее и предыдущее. Иногда эта зараза проявляется, а эту вашу вот переработанную кровь в плазму мы ее спускаем вниз в подвал, там минус 50 градусов, она ровно 4 месяца лежит. Перед тем, как оказаться в донорском кресле, нужно пройти ряд обязательных процедур. Зарегистрироваться, сдать кровь на анализы и обязательная проверка у врача на гемоглобин, давление и наличие хронических заболеваний. Первая на очереди Аза Дудургова. Что-то есть еще, чем-то болели, в больнице лежали, операции? Ничего нет, какие-то хронические заболевания? Нет. Сердце, легкие, печень, почки, желудок, кишечник. Есть какие-то жалобы, что-то беспокоит? Единственное, сердце у меня так. А что именно? Химическая болезнь и все. Как оказалось, у Азы есть небольшие проблемы с сердцем, ей запретили сдавать кровь. Сюда она шла с большим рвением, с мыслью, что таким поступком сможет принять участие в спасении чьей-то жизни. спецоперация баха цан худмади ан еш школе декчурьенер я он ахалом хэтсо бала яч меня не приняли из казидок болезнеса дега сбахн должен принять инзерсо но я отдушьенер декчурьенер. Лидия Мистоева проверку прошла, давление и гемоглобин в норме, нет никаких хронических заболеваний. Исследования показали у нее вторую положительную группу крови. Ей остается удобно расположиться на донорском кресле. Врачи сделают все остальное. Очень легко, абсолютно никакого дискомфорта. Все, очень никаких болезненных ощущений или там головокружения, ничего нет. Все. Планируете в следующем? Обязательно. Буду постоянно сдавать. Я надеюсь, что моя кровь кому-то пригодится. Чтобы полностью удовлетворить потребность в донорской крови, нужно на каждую 1000 человек провести 40 донаций в год, отмечает Минздраве России. В республике с нехваткой крови проблем нет. Очень много желающих проходят ежедневно процедуру донорства. Часто изъявляют желание сотрудники министерств и ведомств, проводя благотворительные мероприятия. Как и сегодня, сотрудники Главного управления МЧС решили присоединиться к акции «Своих не бросаем». Благодаря таким людям, таким сотрудникам, как МЧС, как МВД, как судебные приставы, ну вообще все наши министерства, все наши университеты, да, ну, промышленные наши предприятия, их сотрудники поддерживают нашу работу, то есть всегда идут навстречу и сдают кровь. После процедур наших спасателей пригласили на чаепитие со сладостями, дабы восстановить силы для регенерации крови в организме. А тем, кто желает сдать кровь, не обязательно ждать старта таких акций. Достаточно взять паспорт и обратиться в республиканскую станцию переливания крови в любое удобное время. Тем самым вы не просто сделаете доброе дело, но и спасете чью-то жизнь, возможно, даже своих родных и близких. Адам Гулоев, Ахмед Горбаков, Новости 24.